Определены претенденты на государственную премию Чувашской Республики в области литературы и искусства. Ее каждый год вручают художникам, писателям и деятелям культуры. В общем, тем, кто приложил немало усилий в изучении чувашского быта, традиций и истории. Наш следующий сюжет о людях, которые любовь к республике отображают в своих работах. В литературе в том числе и чувашское произведение, рассказывающих про Пугачевское восстание и Екатерининскую эпоху, немало. Казалось бы, тема исследована, тем и интереснее открывать новые факты, признается писатель Николай Максимов. Его Пугачев исторического романа «Дар императрицы» совсем не такой, каким его привыкли видеть современные читатели. Это вовсе не безграмотный казак. Он был офицером артиллерийского войска, а в этом деле без знаний точных наук не обойтись, рассказывает Николай Николаевич. Что это за Пугачевское восстание? Это восстание, извините, малограмотных, каких ничего не понимающих людей, или это осмысленное явление? Оно стихийно возникло, или оно откуда-то подталкивалось? Вот эти размышления я попытался показать. Николай Максимов рассказывает, в роман «Дар императрицы» тонко вплетена история чувашского народа. Он больше 30 лет был редактором в различных газетах и журналах. Время для исследовательской работы выкроить было сложно. Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, Николай Максимов полностью посвятил себя писательскому делу. На вопрос, почему он взялся за изучение именно Екатерининской эпохи, отвечает: напомнить чувашскому народу о его величии. Что чуваши – это, в общем-то, большой народ, всероссийский народ. И у нас наши события, они не в наших огородах или там небольших рощах происходили. Мы участвовали в событиях всемирного масштаба. Рассказать о богатом народном наследии решила и группа авторов, представивших проект «Серебряная кладовая». В музее вышивки расположилась экспозиция с уникальной коллекцией чувашских серебряных украшений прошлых столетий. Например, этот женский головной убор хушпу носили в XIX веке. Его привезли из Бресинского района. Директор Ирина Меньшикова рассказывает, изделие до нас дошло в идеальном состоянии. И что самое важное, все элементы на месте. В экспозицию вошли наиболее ценные экземпляры из фондового собрания Чувашского национального музея. Конечно же, в одном месте уместить все украшения сложно, но организаторы нашли решение. Каталог является не просто частью проекта, он является очень важным научным, теоретическим дополнением и завершением этого проекта. Представлены по группам, этнографическим группам Чувашии, по наименованиям. Здесь приведены места бытования, приведены откуда к нам поступили, кто передавал. По крупицам только уже впечатление собирает и народный художник республики Константин Долгашов. За новыми эмоциями он отправляется в районы и города Чувашии. Так был подготовлен цикл работ «Пою тебе, мой край родной». В него вошло 26 произведений. К слову, перед тем, как приступить к написанию картины «Рябина красная», автор в течение 8 лет изучал национальные свадебные обряды верховых и низовых чувашей. Хотя Долгашов и рассказывает о событиях прошлых лет, его персонажи списаны с настоящих людей. Своих знакомых, а также родные места часто узнают посетители выставки. Я выставлял, когда делал в Оренбурге выставку, персональную выставку, очень много показал работ, которые написаны здесь, в Чувашской Республике. Там очень сильнейшая диаспора, которая пришла на персональную выставку. И самое удивительное, некоторые стояли, плакали, узнавали свои родные места, деревни, подходили, как бы обнимали, благодарили. Я был просто настолько тронут, что, оказывается, им так не хватает своего родного. О выдающихся людях республики рассказывает проект «Лица Чувашии». Его представляет культурно-выставочный центр «Радуга». Там создали 20 выставочных стендов про наших земляков. Также подготовили виртуальные викторины, пазлы, чтобы юным жителям республики было интереснее изучать жизнь людей, прославивших регион. О трудной работе врача рассказал профессор хирургических болезней ЧГУ и доктор медицинских наук Анатолий Волков. Его цикл произведений «Хирургии» раскрывает всю подноготную профессию. Сейчас на государственную премию по литературе и искусству претендуют 5 проектов, но поощрение получит лишь один. Обладателя премии мы узнаем накануне Дня Республики. Вероника Павлова, Марина Корягина, Вадим Владимиров, Никита Углев, Вести, Чуваша.